Так, в объективе камеры передача «Простая история» попал один из 7 районов Абхазии – Галский район. К сожалению, за все послевоенные годы попасть туда, особенно в нижнюю зону, было очень проблематично. Происки грузинских боевиков, террористических группировок отрезали этот район и политически, и культурно от всей Абхазии. В наши дни пребывание в Галском районе безопасно, и мы, воспользовавшись ситуацией, хотим показать абхазскому зрителю цикл передач об архитектурных и иных памятниках района. В районе 18 сел, центров сельских администраций. Все мы возвращены исконно абхазские топонимические названия. Для примера: Тагилони, Таглан, Чубургинджи, Хиацха, Набакеве, Батайгуара и другие. В 1995 году некоторые села вошли в состав Тхварчалского района. 2 года назад Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия произвели фотофиксацию архитектурных памятников. Однако в этом году молодые историки по своей инициативе решили составить карту историко-культурного наследия Галского района. В течение 7 дней они обошли доступные объекты, сняли весь материал на видео. Таким образом, мы имеем возможность показать вам, дорогие телезрители, то, чего в силу обстоятельств вы никогда не видели. То, что принадлежит нам, нашему народу, это надо все вскрывать и показывать. Мы знаем, что по топонимике огромное количество предгорий, гор, хребтов, всяких местностей имеют абхазские названия. И лингвисты тоже должны свой вклад внести в том, чтобы рассказать об истории этого района. Здесь есть понятно, что и наследие грузинской культуры, как приграничного района, и мы это все должны для нас, для себя, для потомков изучать и иметь. И это бы вызвало бы, естественно, большой интерес. Надо отметить, что российский турист до Гала, как правило, не доезжает. Однако в последние годы в поиске неизведанных мест сюда потянулись отдыхающие. И здесь есть что посмотреть. Работа была направлена на изучение, такое поверхностное изучение и фиксацию памятников культурного наследия, да и достопримечательностей Гальского района. Какие объекты могут быть интересны не только приезжающим туристам, но и местным внутри Абхазии, потому что, как известно, большая часть населения Республики Абхазия не так уж хорошо знает эти памятники, но они там есть и очень интересные, которые стоит посещать, стоит даже изучать. Все знают, что очень долгое время, особенно это послевоенные годы, данные объекты, это и археологические памятники, и памятники архитектуры, не исследовались, не изучались, не реставрировались. Но они есть, они очень интересные, красивые и очень привлекают для изучения и как научных работников, так и служат интересом для обычных людей. На самом въезде в Гал можно увидеть панно из мозаики советского периода, символизирующие ценности социализма, мир, дружбу, впрочем, актуальные и в наше время. В годы Великой Отечественной войны Галский район отправил своих жителей на борьбу с немецким агрессором. Их имена доносит до нас соответствующий памятник. Покажут вам здесь и могилу революционера Сванидзе, который является дедом российского журналиста, работающего на ВГТРК Николая Сванидзе. Оказывается, его корни имеют галское происхождение.
Памятником архитектуры является и Дом культуры, стоящий в центре города. Дом культуры стройка начался после революции. Мой отец говорил, что там и немцы работали в те времена, плены, которые приводили, и в Арбой, в нескольких местах в Гальском районе был кирпичный завод, где пекли кирпич, и Арбой привозили вот это вот все кирпичные изделия, и после там несколько сзади, где сцена, в местах туфовый камень. И это все местные люди строили вместе с немцами. И немцы тоже участвовали в этой стройке. Он поменял многих актеров, многих певцов. Здесь и работал в свое время у нас был народный театр, в те времена, ну, только на грузинском языке. Это еще при коммунистов. И здесь и Миша Чубинидзе приезжал как режиссер, работал в этом в Дом культуры, ставить спектакли, постановки делал. Работала как и Харибава, тогда большой хор был. У нас Якаким Малия хореографом приезжал с Гудаути, хороший хореограф. Вот, Царгуш работал одно время, Рожден Гумба работал. Ну, работали здесь. И Константин Ченгелья работал в 1-3 года, тоже руководил районного ансамбля. Вас обязательно заинтересует бронзовый памятник академика Ильи Векуа. Этот математик мирового уровня жил при Хрущеве, участвовал в разработках Байконура. Он закончил Академию наук в Москве, и он был ректором физико-математических университетов, или тогда институт был, по-моему, в Тбилиси. После он перешел, как нам известно, в Новосибирск. Сделал открытие, то высчитал третью скорость или скорость эллипса. Ну, это уж по науке это есть выход космических в орбит. И он много что открытие сделал в те времена. Он как рожденец Галского района, в селе Рефошишелети, ему открыли дом-музей. Пока еще редких туристов сюда привлекает Галское водохранилище. Местные жители его называют Галским морем. Действительно, его размеры впечатляют. Оно в 3 раза больше озера Рицы. Здесь водится рыба, а в советское время располагалась база байдарочников. Чуть ниже водохранилища тянутся трубы перепадной станции. Люди, которые увидели, что туристы начали приезжать, начали там просить участок земли, им выделяют, они начинают строить всякие кафе, задумываются о том, чтобы организовать прогулки на катерах по водохранилищу. То есть это вызывает такую надежду на то, что все это будет тихо-тихо развиваться, и появятся и конные прогулки, появятся и походы в горы, и здесь очень много красивых мест, как и на всей территории Абхазии. А туристам всегда, которые часто приезжают в Абхазию, им все больше и больше интересно новые места. Вот в этом плане Гальский район еще имеет огромный потенциал, и он, я думаю, что
будет раскрываться. И мы со своей стороны будем делать все зависящее от нас, чтобы помогать этому делу, потому что мы заинтересованы в том, чтобы турист, который приезжает в Абхазию, естественно, посещал Гальский район тоже. Глава администрации в перспективе видит экскурсии с рассказами гидов об истории водохранилища, открытие кафе. Отдыхающим, да и жителям Абхазии тоже будет интересна экскурсия на знаменитую Ингургес. Мы вообще изюминкой Гальского района, местом для посещения туристов, считаем одним из таких объектов, считаем Ингургес, который был в 70-х годах введен в строй. Это самая большая гидроэлектростанция в Закавказье. Например, такие страны, как Турция и Иран, такими гидроэлектростанциями не обладают такой мощностью. 1300 мегаватт – это крупнейшая гидроэлектростанция. И я думаю, что посещение этой станции является также интересным для туриста. И реально, если люди хотят, я встречал людей, которые просили повезти, показать Ингургес. А для того, чтобы им подняться в Ингургес, им надо проехать несколько сел верхней зоны, которые имеют свои исторические и культурные памятники. И если организовывать маршруты с заездом в эти места и с тем, чтобы подняться на Ингургес, естественно, единственное, пока нас в этом плане чуть сдерживает, это состояние дорожного покрытия, которое ведет от трассы, это более 10 километров, которые надо восстановить для того, чтобы автобусы и автомобили комфортно доезжали, потому что по ухабистой дороге туристы, вы сами понимаете, да и мы сами все не любим ездить. И мы ожидаем, что в 2019 году будут работы проводиться по восстановлению дорожного покрытия, и это реально позволит вот этот такой очень интересный объект, туриста туда можно будет заманивать. Еще одна достопримечательность в городе Гал – это старинный деревянный дом дворян Лакербая. По легенде, он построен без единого гвоздя, как и ресторан «Гагрипш». В фундаменте дома камни, привезенные из Турции. В этом доме воспитывалось много выдающихся людей из рода Лакерба. Сейчас здесь никто не живет. Это совершенно музейный экспонат под открытым небом. Ощущение декораций к какому-то фильму.